С 28 марта в стране введен режим чрезвычайного положения. В обеспечении этого режима было принято решение закрыть абхазо-российскую границу. Исключение составляют российские военные и дипломаты. Активную работу проводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. И ежедневно в СМИ распространяются последние сводки. К счастью, по последним данным, на сегодняшний день выявленных случаев заражения коронавирусом нет. Публикуются десятки статей о ситуации с коронавирусом в Абхазии. Периодически всплывает недостоверная информация о якобы зараженных. Люди попросту не знают, кому и во что верить. Какова реальная ситуация в Абхазии? Какие меры наказания применяются в отношении тех, кто нарушает правила чрезвычайного положения? Готовы ли медицинские работники к возможной вспышке коронавируса? Ответы на эти и многие другие вопросы мы постараемся получить сегодня в прямом эфире. Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях депутат парламента, врач, член координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции Алхас Джинджоли. Врач клинической и лабораторной диагностики, член Единой Евразийской Федерации лабораторной медицины, член координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, кандидат наук Алиса Матуа. Сотрудник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Абхазии Вадим Гигалаев. Здравствуйте. Председатель Госкомитета по стандартам потребительскому и техническому надзору Гарри Саманба. Добрый вечер. И заместитель начальника службы социальной поддержки детей и семей при Министерстве здравоохранения и соцобеспечения Алина Агарба-Базба. Добрый вечер, уважаемые гости. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам сегодня в студию. И, естественно, первое, с чего хотелось бы начать сегодняшний наш разговор, это все-таки поговорить о том, какова реальная ситуация на данный момент у нас в Абхазии. Вот было последнее обращение заместителя министра здравоохранения Алхаса Канжаря, в котором он сказал, что выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией нет. Также сегодня параллельно были выбросы в сеть о том, что из Гайского района в Зугдите была доставлена женщина с подозрениями на коронавирусную инфекцию. Алхас Владимирович, как представителю штаба по борьбе с коронавирусом, хочу адресовать вопрос. Было известно, что тест проводится. Мы знаем, есть результаты этого тестирования, положительные, отрицательные, как обстоят дела? Ну, ты начал, Саид, сразу с такого острого эпизода. Да, конечно. Да. По нашим данным, и не пытаюсь сделать из этого секрета, по предварительным данным результат положительный, надо признать, предварительный результат. Он будет перепроверяться, но сегодня весь день, не дожидаясь результата, проводились уже мероприятия по выявлению лиц, с кем эта женщина контактировала, пути ее заезда в Абхазию, выезда. В данном случае почему-то всех интересует путь выезда. Очевидно, как она попала и выехала, совершенно это сейчас не важно. Важно, с кем она контактировала. Делать секрет из этого мы не пытаемся, потому что лучше сказать, чем что-то не договорить в этой ситуации напряженности, нервозности. Получили мы эти данные, сейчас, чтобы не соврать, около получаса назад, минут 40 назад сообщили по возможным каналам, так скажем. Но с утра мы связывались, я лично говорил с представителями администрации, медиков района. Наше министерство, естественно, на связи было. Мероприятия проводятся силами, так скажу, разных ведомств по выявлению и обеспечению карантина лиц, которые контактировали с ней. Сразу сейчас начнутся вопросы непонимания. Эти люди, в принципе, круг известен, этим людям на данный момент что необходимо сделать, провести их изоляцию на дому как минимум. Если состояние здоровья кого-то из них вызывает какие-то опасения, они будут госпитализированы по той медицинской цепочке, которая запланирована на эти случаи. Спасибо большое. Алиса, скажите, пожалуйста, на сегодняшний день в наших инфекционных больницах находятся люди с подозрением на коронавирус? В данный момент, как вам известно, как вы только что анонсировали, подтвержденных случаев у нас нет. Последний пациент, который поступил в инфекционную больницу, это был с коклюшем. Да?
принципе, все пациенты в течение всех последних дней, вчера, вы знаете, позавчера ночью пациент был с предполагаемой COVID-19 инфекцией госпитализирован в Гудаутский стационар, который был определен как специализированный госпиталь по борьбе с COVID-19. Этого пациента обследовали, он отрицательный. И сегодня он был перевезен в республиканскую больницу. Спасибо. Да. Ну, получается, что коронавирус совсем близко, дальше идут какие-то выяснения, не будем об этом говорить, но в этом контексте хотелось бы поговорить о том, насколько наши службы готовы к возможной вспышке. Вот есть госпиталь Гудаутский, медперсонал, я знаю, что проводятся тренинги. Расскажите, пожалуйста, об этом, насколько все проходит активно и готовы ли мы вот встретить этот вирус в боевой готовности. Алхас Владимирович. Ну, начну с того, что если мы немножко помотаем время назад, и когда эта вспышка началась в Китае, весь мир оказался к ней не готов. Такая мощная страна, как Китай, не менее мощная страна сейчас бьется США, Россия огромная. В целом мир оказался не готов к вспышке такого заболевания в достаточно быстрые сроки, охватившее все континенты и признанного пандемией. Бремя таких слабых, бедных стран, как мы, неразвитых, к сожалению, приспосабливаться к этой борьбе с помощью имеющихся ресурсов. Как бы это ни печально было бы признавать, но это так. Единственное и самое главное, что мы можем противопоставить, это осознанное поведение не просто граждан, а вообще всего народа, живущего на территории Абхазии. Мы сегодня не имеем никаких различий перед вирусом, ни национальных, ни возрастных, ни должностных. Все это отходит на второй план. Только осознанные совместные мероприятия, все усилия, положенные в едином порыве, помогут защитить нашу страну. Наши друзья, естественно, я имею в первую очередь нашего партнера Российскую Федерацию, естественно, оказывают и будут оказывать посильную помощь, но учитывая, какая ситуация сегодня и в самой России, рассчитывать, что соседние страны бросят на нас ресурсы, оторвав от себя, когда идет вспышка в разгаре на их территории, тоже не приходится. Поэтому надо осознанно относиться к тем скудным ресурсам, которые у нас есть. Спасибо большое. Вадим, хотел бы поговорить с вами. Был введен карантин. Далее был введен режим чрезвычайного положения. Скажите, пожалуйста, как это все контролируется? Мы понимаем, что, в принципе, нарушителей чрезвычайного положения немало. Ведется ли какой-то контроль, как-то наказывают, штрафуют, что происходит в этом направлении, потому как я, если правильно понимаю, это на сегодняшний день единственная реальная возможность сохраниться, это сидеть дома. Ну, хотелось бы отметить, что сотрудники Министерства внутренних дел Абхазии проводят предупредительно-профилактические мероприятия, а именно по недопущению необоснованного роста товаров, продуктов питания, первой необходимости, лекарственных препаратов, а также детского питания и средств дезинфекции и и медицинские изделия. Ну, знаете как, в свою очередь нужно тоже понимать и давать, как сказать, чувство гражданского долга, ответственности. Вот мы осуществляем соответствующие проверки. Ну, знаете, как бы адекватно воспринимают торговые объекты, граждане, население нашей страны. Это такая одна сторона медали, есть другая сторона медали. Мы все знаем, что проводятся общественные мероприятия, торжества, траурные какие-то мероприятия. К вам можно обратиться в милицию, сказать, допустим, что вот Саид Барганджи планирует организовать там, отметить день рождения на 50. Да, какие будут ваши меры? Ну, в первую очередь будет осуществлен выезд, проведена беседа на предмет того, что в связи с тем, что у нас сегодня такая ситуация, реализация данного мероприятия, она категорически запрещена. Дальше. Вот не послушались. Ну, как бы сказать,
Меры административного реагирования, ну, тут То есть не уполномочены взять и наказать реально, оштрафовать на большую сумму, посадить на 15 суток. Таких полномочий нет. если Минимальные штраф, какие-то, да, да? минимальный размер оплаты труда, ну, там, это прописано в Кодексе административных правонарушениях. Ну, чтобы уже завершить эту тему, как часто к вам обращаются, по какому номеру можно позвонить, можно ли это сделать анонимно, потому как мы прекрасно понимаем, что многие граждане не хотели бы, допустим, ну, скажем так, жаловаться на своих соседей, друзей, родственников, которые проводят такие мероприятия. В Министерстве внутренних дел открыта горячая линия. В социальных сетях, таких как Facebook, то также указаны контактные телефоны, куда может любой гражданин нашей республики обратиться с тем или иным заявлением либо жалобой. В свою очередь сотрудники также мониторят ситуацию и конкретно по каждому случаю принимают, проверяют информацию и проводят комплекс необходимых мер. Ну, как показывает практика, разговора достаточно. Ну, очень многие обращаются, мы реагируем, проверяем. И Ну, стоит, наверное, отметить, что, по крайней мере, в городе Сухум людей стало значительно меньше. Гарри Харитонович, тоже такая тема с первых дней объявления карантина стала вот самой, наверное, одной из самых обсуждаемых. Это резкое повышение цен на продукты питания. Ну, во-первых, хочется понимать, так ли это? И, во-вторых, если это так, какие меры предпринимаются? Да, конечно, в первую очередь я хочу сказать, вот распоряжение было принято 24 марта. Мы по интернету это узнали, что 24-го принято именно такое распоряжение. И следующее утро мы уже начали работать над тем, чтобы создавать группы. Мы создали 6 групп. 2 из них сегодня резервные, 4 группы работают в районах, в городе Сухум, Гагра, Гудаута и восточная сторона. 1 группа работает, но они справляются. Я хочу сказать, первый день ажиотаж был очень серьезный. Я сам выезжал на рынок колхозный в город Сухум. Я видел сам своими глазами, люди все хватали, все покупали, и повышенные цены были очень серьезно. В этой связи я там как раз тоже давал интервью по этому поводу, размещен в интернете, в «Эхо Кавказа». Затем те мероприятия, которые нами были предусмотрены, и мы состыковались с руководством БЭП Абхазии, и мы совместно начали проводить эти мероприятия ежедневно. Ежедневно мы проводим, я хочу вам сказать, да, сначала были насмешки, некоторые люди не понимали того, что мы вообще делаем. Но, как было сказано тут Вадимом, на самом деле профилактические мы мероприятия проводили, никого не наказывали, но тем не менее, что самое удивительное для меня, очень много просрочек появилось в эти дни, очень много просрочек. В этой связи пришлось нам прямо на месте денатурализацию проводить этих просрочек, потому что мы просто не имели возможности и времени, чтобы оформлять эти документально и потом затем отправлять их в суд или штрафовать и так далее, и так далее. То есть мы много товаров просроченных изъяли уже, можно сказать, и в дальнейшем у нас плановые работы в этом направлении продолжаются. У нас есть горячая линия. Хочу вам сказать, что к нам обратилось, сначала неохотно обращались в первый день, но затем очень многие начали обращаться. Вот за пару суток обратилось свыше 200 человек. Могу заметить следующее, что некоторые для проверки тоже звонили. Есть, вообще существует эта горячая линия или нет, для того, чтобы проверить. Но, с другой стороны, то, что меня радует, люди внимательно смотрят за ситуацией. Более того, задавали те вопросы, которые мы некомпетентны решать вообще-то. Это по границе, вопросы с границей, там, и другие вопросы, там, товары получают, выгружают через судно в Пицунде и так далее, и так далее. Но, тем не менее, мы эти вопросы тоже ставили уже компетентным органам, и все это проверялось.
Хочу заметить, за несколько дней, что мы проводили совместные проверки, ситуация стабилизировалась в этом направлении. То есть сказать сегодня о том, что в аптеках, в торговых точках цена увеличилась в разы, такого уже нет. Первый день, да, сейчас уже нет. Все-таки люди с пониманием относятся к этому. И у нас молодежь, я хочу заметить, у нас очень такая интересная молодежь в нашем ведомстве. Они с большим удовольствием хочу заметить то, что сами изъявили желание, чтобы старших нет. Молодые ребята, это очень меня радует. Может и опыта немного сегодня, но тем не менее очень серьезно на этот вопрос смотрят. И мне кажется, мы сделаем все для того, чтобы этого не случилось. Да, спасибо большое. Но у нас получается, что есть горячая линия Министерства внутренних дел, горячая линия Госкомитета, есть горячая линия штаба. И все это есть в интернете, в доступе. Я говорю это специально для телезрителей, для того, чтобы они обязательно всем этим пользовались. Это, наверное, очень важно. Еще, Алина, прежде чем перейдем к беседе с вами, такой важный вопрос хочу задать. Граница закрыта. У нас может быть продуктовый дефицит? Если позволите. Да, пожалуйста. Все эти дни, это больше, сейчас около 10 дней, давайте так округлим, велись интенсивные переговоры с Российской Федерацией не только по продуктовому снабжению, но и вообще по лекарственному, по гуманитарному. Много вопросов было снято, но какие-то, если вы помните, тоже нашумевшее закрытие границы все никак не наступало. Надо заметить, что именно решение этих вопросов откладывало это решение. По взаимному уверению, естественно, в главную очередь Российской Федерации, это никак не отразится на перевозке грузов. Это самый главный, кстати, фактор, я думаю, не для спекулятивного повышения цен. Если будет устойчивое, надежное снабжение, то не будет повода для паники. Надеюсь, хоть этот фактор будет решен. Это касается и ГСМ, это касается продуктов, медицинских товаров. Нас, как заверили, этот режим будет сохранен. Спасибо большое, Алина. Я знаю, что при штабе по борьбе с коронавирусом проводились совещания с различными благотворительными и волонтерскими организациями, были приняты ряд решений. Мы прекрасно понимаем, что у нас в Абхазии немало социально уязвимых семей, одиноких пожилых людей, которым, наверное, будет сложнее всего пройти вот этот период. Скажите, пожалуйста, какая работа проводится в этом направлении? Можем ли мы говорить, что на сегодняшний день социально уязвимые слои населения, они находятся под защитой, их оберегают, и о них думают, заботятся и планируют, как им помочь? Начну с того, что в службе социальной поддержки детей и семей приказом министра здравоохранения и социального обеспечения было поручено сформировать волонтерские группы и координировать работу, направленную на поддержку как раз-таки таких незащищенных слоев населения. Могу отметить, что служба функционирует в 7 районах и по городу Сухум. Есть везде отделения, где есть тесный контакт с районными администрациями. На сегодняшний день идет призыв сбора волонтеров, то есть все активисты, которые изъявляют принять участие в поддержке таких категорий, это в возрасте от 18 до 35 лет, физически здоровые люди, которые могут прийти, сообщить о своей готовности и совместными усилиями оказывать поддержку. На данном этапе совместно с районными главами администрации проводится оценка населения, категорий различных, то есть это не только уязвимый семьи, где есть дети, это также одинокие пенсионеры, пожилые люди, матери-одиночки. То есть это на самом деле огромный список людей, который попадает
под эти критерии, исходя из сегодняшней ситуации. Наша главная задача – это скоординировать любую помощь, которая поступает как от государства, так и от общественных организаций. Мы хотим, наша задача состоит в том, чтобы помощь поступила всем, то есть распределить ее правильно. Не так, чтобы в одну семью, так как они обратились, пришли помогать несколько организаций. Поэтому на данном этапе идет тесная взаимосвязь со всеми организациями и структурами, и идет формирование списков и фильтрация. Алина, скажите, можем ли мы говорить о том, что наши нуждающиеся сограждане не будут голодать? Наши сограждане не будут голодать. В первую очередь хочется отметить, что государство о них беспокоится. И так как нас включили в координационный штаб, то есть поручили нам заниматься вот этим направлением и заверили нас, что любой посыл, который будет с нашей стороны направленный на помощь таким уязвимым категориям, он будет осуществлен. То есть наша задача отфильтровать и показать реальную картину. И поэтому мы призываем всех, кто готов оказать любую помощь, скоординироваться, и чтобы помощь она поступила своевременно и распределена была эффективно. Спасибо большое, Алиса. Я бы свой следующий вопрос хотел адресовать вам. Ну вот человек обнаружил схожие с коронавирусом симптомы. Высокая температура, сухой кашель, ну и вот дальше по списку. Как ему действовать? Куда ему звонить? Самому садиться в машину, ехать, вызывать скорую помощь? Расскажите вот именно на практике, как это все должно быть. Мы в течение нескольких последних дней определяли маршрутизацию и алгоритм действий вместе с коллегами. Сегодня согласовали это все на общем совещании. В принципе, вышел в свет приказ, утвержденный министром, поэтому мы уже имеем план действий. Значит, большая просьба к пациентам предварительно, перед тем, как все-таки выезжать в стационары, если это не какая-то экстренная ситуация, связаться по горячей линии, которая указана на официальном сайте Минздрава. 0303. Значит, специалисты смогут проконсультировать онлайн пациента, и в случае необходимости такой пациент, естественно, будет госпитализирован в специализированный стационар. Единственное, предварительно к нему приедут группа скорой помощи, значит, обследуют. Если будет необходимость, его вывезут в стационар. Если в этом не будет необходимости, будет взят биоматериал, будут даны рекомендации, и также этот пациент будет вестись онлайн на дому. Но другие пациенты, значит, у нас 3 типа пациентов возможных. Мы, естественно, исходим из практики других стран, понимая, как это происходит. Ну, ничего, мы такие же люди, как и все остальные, поэтому есть пациенты легкой степени, средней и тяжелой степени. Вот все, что касается легкой степени, мы предполагаем их нахождение на домашнем карантине, а пациенты со средней и тяжелой степени тяжести будут госпитализированы в Гудаутский госпиталь. И там будут вестись под специализированным профессиональным наблюдением. Те пациенты, у которых будет подтверждена коронавирусная инфекция, они будут оставаться до элиминации вируса в этом стационаре, остальные будут переведены в другие стационары в зависимости от того, какой дополнительный, какой анамнез будет у этого пациента. Вот, в принципе, такая схема, она определена, и районы, и города знают, как действовать, и большая просьба к пациентам. Не только мы пришли к этому решению, это действительно практика всех других стран мира, которые уже столкнулись. Нельзя нам пациентами просто температурящими, без клинических проявлений каких-либо, забивать наш стационар, который специализирован именно под этих пациентов. Койко-мест немало, но они тоже имеют свои ограничения. Если говорить о Гудаутском госпитале специализированном в инфекционном отделении, это 70 коек, всего по всему стационару 200 коек. В случае необходимости есть резервные варианты.
это вот туберкулезные диспансеры. Но если будет происходить, разворачиваться ситуация хуже, чем мы предполагаем, естественно, будем адаптировать другие ЛПУ под этот аналогичный стационар. Я вас правильно понимаю? В общем, вы не советуете самостоятельно ехать в больницу. Лучше сперва позвонить на горячую линию по номеру 0303, Да. а дальше уже просто человека сориентируют, что ему и как надо делать. Да, Правильно? да. И прошу прощения, если пациент не имеет температуры и тех клинических признаков, которые характерны для коронавирусной инфекции, и у него какая-то другая патология, естественно, любое наше учреждение будет, как и раньше, принимать этого пациента, обслуживать. Важная информация, да. Безусловно. Продолжим с вами разговор. Вы врач клинической лабораторной диагностики и член Единой Евразийской Федерации лабораторной медицины. Вы можете говорить о какой-то профилактике, диагностике, вот информации море. Да. Наверняка вы владеете рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, либо рекомендациями там, коллег, врачей по всему миру. Расскажите об этом. Как мы можем сами себя в домашних условиях обезопасить? Да. Можем ли? Ну, одно это профилактика, и другое это диагностика. Если говорить о диагностике, то сегодня мы, в принципе, коллеги мои об этом прекрасно знают. Нужно успокоить общество и сказать о том, что есть специфическая и неспецифическая лабораторная диагностика. И мы, в принципе, на сегодняшний день готовы и к той диагностике. Это не может не радовать. Да, тест-системы для полимеразной цепной реакции, для ПЦР в режиме реального времени не так много, не на все население. Идите на простой язык, о чем вы. Идентификация вируса. Значит, есть обычные тесты, с помощью которых мы определяем общий клинический анализ крови, биохимию, гематологию, гемостаз. Есть специфические тесты, благодаря которым мы выявляем самого возбудителя. В данном случае золотым стандартом является ПЦР-диагностика, когда мы осуществляем идентификацию, или, говоря более простым языком, выявляем РНК коронавируса. Такую возможность мы на сегодняшний день имеем. И все те пациенты, которые до сегодняшнего дня обследовались и которым мы выставляли отрицательный диагноз, основывались и руководствовались именно этим тестом, его результатами. Если мы получаем отрицательный результат по ПЦРу, это практически 100% результат. Есть еще другие тесты, которые мы тоже заказали и ждем. Но вот такая специфическая диагностика для нас доступна. Более того, пациент, который поступит в специализированный госпиталь в Гудауте, если у нас будет все-таки вспышка или случай этой инфекции, и Гудаута была выбрана не просто так. Сегодня этот госпиталь готов и по лабораторной диагностике. Там есть необходимые методы неспецифической лабораторной диагностики, но здесь важна еще и скорость. То есть они идут в ногу со временем, у них введены вакуумные системы забора биоматериала, есть автоматический гематологический анализатор, а для коронавирусной инфекции, как и для других вирусных инфекций, но для коронавируса в частности, характерна лейкопения, лимфопения. Не буду сейчас апеллировать терминология специфическая, но все, что необходимо делать этим пациентам, у нас такая возможность есть. Плюс есть биохимический анализатор, гемостазиологический анализатор. То есть, и благо, есть все реагенты необходимые. То есть в этом плане сегодня у нас хороший резерв есть по лабораторной диагностике. Есть недостатки в других направлениях, да, но по лабораторной диагностике пока, в принципе, мы справляемся и должны справиться. Вот. Да, пожалуйста, да. Я просто хочу возвратиться к первому вопросу, потому что вы конкретно задавали вопрос, какие меры мы принимать будем по отношению к тем, кто сегодня нарушает уже закон о положении, чрезвычайном положении. Ну, учитывая то, что чрезвычайное положение, это ни разу мы практически не вводили, есть много недостатков в этом законе. Это уже видно сразу. Вот я хотел бы, пользуясь случаем, вот здесь вот как раз депутат парламента, можно было экстренно ввести штраф для тех, которые не выполняют те условия, которые сегодня мы
задаем, в общем, говорим о том, что нужно выполнять те законы, которые, вот тот закон или то распоряжение, которое у нас есть. В этой связи, я думаю, вот как в России сделали, там сделали штраф 300 рублей, 300 тысяч рублей, да, но здесь можно посмотреть, можно уменьшить, естественно, но без этого, я думаю, мы не обойдемся. Это первое. Второе, то, что вот говорилось о том, что в связи с вот этой вот закрытием границ Российской Федерации, как будут поступать товары. Товары будут поступать также, проблем с этим нету. Грузовые перевозки сегодня уже обеспечиваются, и люди с нашего комитета тоже там стоят. Более того, фактически все грузы, которые идут, разгружаются, смотрят на качество тоже. Так что в этом вопросе паники никакой не должно быть, у нас проблем с этим нету. Это очень важный момент. Я еще хотел заметить вот что. Раз здесь находятся люди, которые входят в Координационный совет, к сожалению, я туда почему-то не вхожу, это уже вопрос не знаю к кому, но мне кажется, раз мы людей говорим «сидите дома», а тем более в деревнях, нужно чем-то заниматься, да? Раз чем-то занимаешься, нужно какие-то строительные материалы иметь, покупать. А сегодня фактически, кроме торговых объектов, в смысле, я имею в виду продуктовых объектов, все остальные сегодня у нас закрыты. А для чего мы это делаем? Для чего мы закрываем? Для того, чтобы контакта не было, правильно? Да. А в строительных магазинах я не думаю, чтобы большие контакты были. Поэтому с этим тоже надо будет как-то подумать. И в каждом регионе 2-3 точки, наверное, нужно открывать именно хозяйственные строительные магазины, чтобы люди занимались уже, сидя дома, не просто болтались, а занимались какими-то домашними делами. Это очень важно, мне кажется. Вот я как хозяйственник думаю, что это очень... Многие жалуются на это. А так нужно все-таки... пока не поздно, экстренно переработать этот закон, кое-какие моменты нужно доработать. Вот я что думаю. Еще вот что хочу сказать. То, что мы сегодня делаем, мы мониторингом занимаемся, мониторингом, но каждая профилактика мониторинга, мы записываем все, какие объекты нарушают, какие объекты повышают цены. И это все у нас записывается, база данных, все мы отправляем в кабинет министров. Ну, естественно, там будут принимать меры для того, чтобы или лицензию отозвать, или закрывать тот или иной объект. Это очень важный момент, я думаю, на это надо тоже обратить внимание. Спасибо большое. Но мы не можем не отметить тот факт, что наша страна одна из немногих, которая объявила карантин, ввела чрезвычайное положение до того, как в стране был выявлен случай заражения. Но мы сталкиваемся с тем, что многие граждане нашей страны в принципе игнорируют меры, обозначенные в чрезвычайном положении. Вот давайте подумаем и поговорим о том, как все-таки заставить людей сидеть дома. Вот Вадим буквально за час, за полтора до начала этого эфира мне прислали видео, где сотрудники госавтоинспекции Абхазии патрулируют, то был новый район у меня в моем видео, который мне прислали. Насколько эти меры эффективны? Давайте вот, может быть, воспользуемся возможностью, еще раз обратимся к людям, попросим их сидеть дома, скажем, если сидеть дома не будете, то вот можем что-то предложить в качестве, может быть, наказания. Вадим. Да, я с вами согласен. Вот буквально сегодня министр внутренних дел дал указания сотрудникам дорожно-патрульным службам, чтобы они, передвигаясь по городам, оповещали народ, наше население о том, чтобы без особой необходимости они не выходили на улицу. И в связи с этим вот хотелось бы отметить, что таких конкретных мер административного характера, либо уголовного, да, вот на граждан, на лиц, которые совершают, допустим, то есть игнорируют распоряжение и указ, исполняющий обязанности президента по защите от коронавируса, но игнорируют. Алхаз Владимирович, координационный штаб не уполномочен как-то ужесточить меры наказания. Я так понимаю, поправьте, если ошибаюсь, что на период чрезвычайного положения, в принципе, главный орган, принимающий решение, это координационный штаб.
Саид, вот в сложной ситуации в любой, главное не руководствоваться эмоциями, а холодным расчетом, тем более, когда это касается жизни всей страны. Давайте сперва оценим объем проблемы, объем наших сил, и потом будем принимать решения. Проблема общемировая, по какому сценарию может идти, нам показали Китай и Италию, все это смотрим, знаем, слышим. Возьмем худший сценарий, итальянский, допустим, если у нас ситуация пойдет по этому пути. У нас нет китайского правительства, готового стрелять своих людей ради наведения порядка или способного за неделю 60-миллионный город или провинцию закрыть. У нас таких сил нет, мы должны понимать. У нас есть, вот мы сами, раз-два и обчелся. У нас нет мощной армии, нет мощной милиции, к сожалению. У нас уникальная страна, мы же любим говорить уникальная. Она уникальная тем, что теперь у нас идет борьба, фактически основанная только на самосознании граждан. Мы можем их штрафовать. А как они заплатят штрафы? Или когда они эти штрафы заплатят, если перед этим заседанием мы просим освободить людей от налоговой нагрузки, от выплат по кредитам, помочь, выплатить компенсации. Мы должны им помочь, чтобы потом их штрафовать. То есть путь тоже получается не ведущий никуда. Загнать их домой насильно, в стране, пережившей относительно недавно войну, даже это надо просчитывать, это тоже не удастся. И остается только полная информированность и надежда на их сознательность. При этом в городах Абхазии, если как-то поняли, что происходит, объем проблемы осознают, сами упоминали город, насколько опустел. Уверен, что в селах напрочь еще не понимают, что происходит на самом деле. И надеяться на то, что это все вот само организуется, не приходится. Так что координационный штаб не зря просит каждую информацию перепроверять, убедиться в ее достоверности и только потом озвучивать, потому что каждое слово может оказаться толчком к последующему паническому какому-то массовому действию или решению непродуманному, запустящую цепочку непонятных потом событий. Я наверняка знаю, что штаб в принципе затрачивает еще очень много сил и ресурсов на просто опровержение дезинформации, вместо того, чтобы перенаправить свои силы на реальную работу, информирование и так далее. Но мы можем хотя бы поступить следующим образом. Наказывать хотя бы тех, кто дезинформирует наше общество. Наказать двоих, троих. Я не знаю, это к вам вопрос или к вам вопрос. Проблема общая. Чтобы... Можно я скажу? Ага. Да. Значит, есть закон Да. о чрезвычайном положении. Здесь четко написано в этой связи, вот о чем вы говорите, провокатор, здесь написано. Здесь уполномоченные органы, как вот АБЭП, как мы, там, и другие, они составляют протоколы, если это такое происходит, сдают в суд, и в течение 3 дней суд принимает решение, вплоть до уголовного. Или начальник милиции, или замначальник милиции, или комендант того района, где это находится. Так что тут все расписано. Просто я за штрафы почему говорю, я в какой-то степени согласен с моим коллегой, но с другой стороны, тот, который нарушает режим чрезвычайного положения, это его надо наказывать и рублем тоже. Это не говорит о том, что если у него этих денег не было, вы посмотрите, сегодня город опустел, вечером какие тут визги в городе происходят. Быстро ездить начинают. Быстро ездит, крутит, как это называется у молодежи, я не знаю. Город-то пустой, но тем не менее есть проблемы сегодня. И в этой связи, конечно, МВД тоже должен подключиться серьезно и этим делом заниматься. То есть все расписано. Если кое-какие тут недоработки есть, их доработать можно. А так основное, мы тоже будем писать протоколы, кто нарушает. Сегодня случай был в Гудаутах. Рассказывайте. Я вам скажу. Все поняли ситуацию, закрыли все свои точки. 2 точки не закрылись возле рынка. Звонили мне тоже. Я говорю, мы должны выполнять карантин, условия карантина, условия вот этого закона. Закон должны выполнять, мы ничего не можем предпринять. И в результате мне пришлось позвонить начальнику Гудаутского РУВД. И спокойно все это закрылось, все это, как включились органы МВД или РУВД,
все вопросы решились. Так что мы совместно, помогая друг другу, эти вопросы должны решать. Вы поймите правильно, когда нам тяжело было в 90-е годы, мы друг друга гораздо быстрее понимали. И мы за счет этого и выжили. Я думаю, сейчас то же самое происходит. И я с удовольствием замечаю, что ежедневно улучшается ситуация в этой связи. Люди понимают теперь, даже некоторые, да, есть овощи, там еще фрукты какие-то портятся, но тем не менее контактирование с другими людьми – это как раз то, что нам необходимо от этого отказаться. Меньше контактов, и будет ситуация нормальная. Сегодня любое телевидение, любой интернет, везде говорят о том, что вот сейчас вот коллега уважаемая говорила обо всем, вот, более доступно, чем даже некоторые вот СМИ российские. Вот, и там все об этом говорят. Люди уже для себя понимают, что это на самом деле проблема есть, но это не такая проблема, что прямо сейчас ждать такой паники не должно быть. Это преодолеем, конечно, все будет нормально, только вести себя правильно надо и все. Потерпеть 2-3 недели, а там видно будет. Да, хотел обратиться. По поводу профилактики я тогда не договорила, Да, я абсолютно с вами согласна, то, что сейчас должна быть такая выжидательная тактика. Многие задают вопрос, почему. Потому что, во-первых, каждый должен быть социально сознательным и понимать, что все-таки, опять-таки, по практике других стран, которые уже столкнулись, самая уязвимая группа населения – это возрастные люди, иммунодефицитные люди. Хоть и дети, в принципе, в основном являются просто переносчиками, но, к сожалению, есть уже случаи, когда маленькие дети, у которых еще нет сформированного хорошего адаптивного иммунитета, тоже тяжело переносят эту инфекцию. Поэтому каждый человек, который выходит не по надобности из дома сегодня, должен понимать, что, возвращаясь домой, он может инфицировать своего отца или мать, или ребенка. Он молодой человек или молодая девушка со здоровой иммунной системой, здоровый человек, может перенести даже, но это все это индивидуальные особенности человека. Я склоняюсь вообще к тому, что часть населения уже иммунна к этой коронавирусной инфекции. У нас просто нет тестов для определения антител, которые мы заказали. Мы выявляем сам вирус, да, то есть мы в момент, когда человек болен, вот в этот период, когда он уже переболел, этот тест, он не информативен. Поэтому сейчас говорить о том, человек переболел или нет, мы не можем. Так вот, хочется, и все мы, в принципе, всем медицинским сообществом призываем к тому, чтобы каждый член нашего общества, а мы верим в сознательность нашего общества, были ответственны прежде всего перед каждым членом своей семьи. Прежде всего, перед своим ребенком и своими родителями. Вот выходя из дома, пожалуйста, задумывайтесь об этом. Стоит ли вам лишний раз, без надобности, необходимости это делать? Вот как бы к сознанию призываю. Мне хотелось бы присоединиться к Гарри Харитоновичу и, вот, пользуясь случаем, поблагодарить наших предпринимателей, многих предпринимателей, которые на самом деле пошли навстречу, выслушали после того, как вот наши службы пришли на их торговые объекты, они выслушали и пошли нам навстречу и закрыли свои торговые объекты. Понимая, какая сегодня ситуация, и исходя из того, что для чего мы пришли и почему мы просим на время карантина приостановить свою деятельность. У вас есть прекрасная возможность, если вы владеете информацией, вы говорили, что вам звонят, сообщают. Вот если вы знаете, что завтра, послезавтра или послезавтра планируется такое массовое мероприятие, скажите, обратитесь к людям, давайте мы тогда уже возьмем на себя часть ответственности, как передача, как журналисты, и будем вещать отсюда. Если есть такая информация, обращайтесь, пользуйтесь возможностью. Хорошо. Будем пользоваться. Спасибо большое. Возвращаясь к вопросу информированности населения, какая в этом направлении проводится работа, Алхас Владимирович? Ну, при оперативном штабе, который размещается сейчас в Министерстве здравоохранения и соцзащиты, на базе пресс-службы создан такой, назовем его, пресс-центр.
который попытался и пытается, и, надеюсь, будет так успешно это продолжать делать, оперативно, достоверно подавать информацию для населения. Была проведена встреча, сейчас позволю себе сказать об этой встрече, может, некорректно, но тем не менее, лучше пусть люди знают, со всеми СМИ, работающими на территории Абхазии, именно на всей территории, пригласили всех, без камер, без ничего, просто по-рабочему попросили их о помощи, все откликнулись, за что им очень благодарен. Совместно с ними происходит как и разработка информации, как ее проверка, так и подача по всем возможным каналам. Встретились с запущенной с этого года соцслужбой, их как бы свели, познакомили приказом отдельным, им наделены они полномочиями соцслужба по работе с волонтерами, волонтерскими организациями или частными лицами. Их одна из первых задач будет именно распространение правильной, достоверной информации о том, что такое вирус, как себя вести, и участие в каких-то информационных акциях. Оперативно, насколько это возможно, пока это получается, вроде бы ежедневно выходит официальное лицо министерства ежедневно в одно и то же время освещает прошедшие за день события, касающиеся вируса. Сейчас будет запущен цикл интервью со специалистами, там, инфекционисты, реаниматологи, лаборанты, все люди, связанные профессионально с этой проблемой. Обращаемся, кстати, используем в большинстве своем методическую информацию, также согласованную, и она нам предоставляется, и она, собственно, и в сети в свободном доступе есть от Всемирной организации здравоохранения, то есть ни один факт не является каким-то доморощенным, непроверенным. Все это, значит, за спиной этого факта стоит огромный опыт врачей всего мира. Сейчас, завтра, по-моему, мы забираем с печати. Бесплатно пошла навстречу наша Дом печати, наша типография. Им отдельное спасибо. Там несколько тысяч, 20 тысяч, по-моему, если я не ошибаюсь, первая партия печатного материала, листовок для распространения людям. Фирма «Неон», за что мы отдельно благодарны, распечатала памятки уже для ЛПУ, для медучреждений, уже касающиеся персонала. При всем при этом хочу сказать, страна впервые попала в такую ситуацию. На ходу создаются механизмы, которых тут в принципе никогда не было. Впервые создан единый колл-центр, это так называемая горячая линия. Технически отрабатывается ее модель, просим у всех прощения у населения, если там происходят какие-то сбои. Поймите правильно, что это происходит впервые, все это оттачивается буквально на глазах. Впервые создана волонтерская служба, впервые создан такой пресс-центр. Многие вещи приходится нашим служащим, нашим врачам, нашим журналистам делать впервые, только в надежде на то, что население поймет, оценит и поможет. Нам, помогая нам, фактически население помогает самим себе. Вчера огромную часть времени пришлось потратить на проверки где-то фейковой информации, где-то недостоверной, где-то информации, поданной неправильно. Это отнимает время у журналистов, у сотрудников Минздрава. И опять-таки нагоняет нервозность. В итоге уже просто, не знаю, пошутить, может быть так сказать, завели доску, на которой маркером отмечаем, какие фейки мы смогли развенчать, какую информацию еще предстоит проверить. Просто количество растет угрожающе. Видел вашу доску, и там есть 2 пункта. Помогает, вот, Алиса, вам вопрос, помогает, вот давайте попробуем в прямом эфире развенчать или подтвердить, лимон, имбирь. Помогает ли вот это все? Чеснок, помогает ли? Сейчас там все фейки. В принципе, это витамины. Естественно, они нужны, они необходимы каждому организму для поддержания иммунной системы, но они не имеют специфического противовирусного эффекта. Давайте будем смотреть правде в глаза. Естественно, целесообразно применять витамин С, его значимость для организма и других витаминов давно известна. Поэтому в разумных пределах, естественно, рекомендуем профилактически применять, но это не значит, что нам это поможет.
да, они не имеют, в принципе, сегодня нет препаратов, которые имели бы стопроцентную противовирусную эффективность против нового COVID-19. Да? У нас есть схемы лечения уже, они, естественно, как бы ориентиры и на ВОЗовские, и на китайские рекомендации. То же самое по алгоритму лабораторной диагностики и действиям других специалистов выбраны классические критерии, которые также расписаны в этих рекомендациях, по которым отбираются и дифференцируются пациенты легкой, средней, тяжелой степени. Если возвращаться к лабораторной диагностике, единственное, что, мне кажется, основное я не сказала, говоря о специфической диагностике, возможно, наши граждане и коллеги-то в курсе, будут ждать быстрых результатов у тех пациентов, которые будут взять биоматериал. Еще раз возвращаюсь к этому, говорю, что это золотой стандарт, это ПЦР-диагностика, на которую уходит не 1 час работы. Это не экспресс-диагностика, да, уходит много времени, зато мы получаем достоверную информацию, практически стопроцентный результат. И конечно, это многочасовая работа в боксированном корпусе. Ну, тот, кто немножко понимает, о чем я говорю, он представляет, о чем. Поэтому просьба и на будущее тоже, мы с этим, я думаю, будем сталкиваться, не ждать там сразу результата после того, как у пациента, у которого подозревают эту инфекцию, будет взять биологический материал. Есть свои критерии, есть время, и мы не вправе нажимать на своих коллег, потому что время увеличения, сокращения, оно просто невозможно, когда речь идет о полноценной полимеразной цепной реакции. После этих слов, я думаю, цена на чеснок завтра точно упадет. Я тут просто еще вот что хотел заметить. Дело в том, что сегодня санэпидемстанция, эпидемиологическая служба, она в нагрузку работает в разы. И они, конечно, молодцы, что очень много работ делают, это особенно в западной зоне. Там вот, руководитель Гудаутской службы, он очень много работы делает сегодня по разворачиванию госпиталя в Гудаутском районе и по границе. Арсалия Индира тоже помогает. Нас попросили для того, чтобы мы все равно, занимаясь своим делом, и мы еще занимаемся вот такими делами. Вот с уполномоченной по правам человека Асида Шарыл, вот мы с ней в первый же день договорились, и вот такое вот разработали, такое мероприятие, в смысле вот, требования санэпидемстанции, да, вот мы каждый раз вот вывешиваем вот эти вещи. Отлично. И вы знаете, вот помогает, люди работают, вот пускай скажет представители УБЭПа, в очередях, вот когда запускают, вот, требования эти все-таки просматривают. Может, не все, но, по крайней мере, она работает. Очень, например, допустим, приведу пример, такие супермаркет Сухум, Кормилица. Да. После нашего посещения они приняли меры и по 5-6 человек запускают. Нет такого, чтобы там ажиотаж был. Там очень дисциплина уже улучшается и у людей, и внутри помещениях этих объектов. Гарри Харитонович, может, поделитесь, я у вас заберу. Пожалуйста. Мы можем тоже в распространении вам помочь. Пожалуйста, пожалуйста. Мы около часа в эфире, но есть еще несколько вопросов, которые хотелось бы обсудить. Один из них. Слава Богу, правда, мир не без добрых людей. Нам известно, что группа абхазских бизнесменов, она объединилась, есть какой-то фонд. Расскажите об этом, какая сумма собрана, на что эти деньги будут потрачены, сколько это денег, насколько этого хватает, продолжают ли собирать деньги. Алхаз Владимирович. Абхазские бизнесмены собрались в фонд, он, если я не ошибаюсь, называется «Мы вместе». Сейчас не могу сказать, какая там сумма. Сейчас На сегодняшний день около 16 миллионов уже. Да. Плюс подключилась диаспора, предлагает помощь турецкая диаспора. У нас огромный перечень препаратов, медицинских изделий, в которых мы нуждаемся.
Ну, они с ними ознакомлены, помогают по мере возможности. Надо еще понимать, что добыть что-то для Абхазии, я имею в виду медицинскую продукцию, на фоне ажиотажного спроса по миру вообще и цен улетевших, я не знаю, в небеса, то это все в разы стало сложнее. Даже вопросы логистики усложнились намного, потому что какие-то товары надо доставлять, если их уже покупают из Китая, с Европы, что это все стало гораздо сложнее. Тем не менее, люди работают, помогают, чем могут, за что мы им премного благодарны. И такой важный вопрос, который интересует очень многих наших граждан, это вопрос заработной платы. Сегодня... На период чрезвычайного положения будет ли выплачиваться заработная плата госслужащим? Вы также вскользь проговорили о том, что рассматриваются какие-то кредитные послабления, налоговые льготы на период чрезвычайного положения. Можете рассказать коротко об этом, или все-таки это уже немного не по адресу? Нет, почему сегодня, да и все эти дни обсуждались эти вопросы, но там сложная цепочка принятия решений, не всегда зависящая только от абхазской стороны, к сожалению. Рассматривается возможность кредитных послаблений, то есть вычеты вот, месяц, который ожидается действия режима ЧП. На это время также рассматривается возможность сохранения зарплаты, не начисления налоговых моментов на это время. Потом поддержка людей, в смысле вот, ускорить начисление пособий и пенсий, потому что там технические моменты перерегистрации, какие-то паспортные вопросы, вот эти бесконечная такая бумажная рутина. Ну, в обычной жизни никто на нее, вернее, к ней все привыкли, но сейчас и это стало проблемой. Ну, насколько возможно, ну, как меня заверял его, например, лично мне утром говорил, что все, что возможно в этом плане, будет сделано. Ведутся переговоры усиленные с нашим партнером по соблюдению договоренности по поддержке финансовой именно вот по этим вопросам. Надеюсь, что все будет нормально. Ну, у нас в стране чрезвычайное положение, конец месяца, то есть через пару дней новый месяц. Очень большое количество людей должно пойти физически в банк и заплатить проценты. Дальше. У нас большое количество людей, которые будут получать в тех же банкоматах пособия, пенсии, зарплаты. Как-то это будет регулироваться? Что в этом направлении, как в этом направлении думает штаб? Расскажите об этом, пожалуйста. Ну, банкоматов у нас в городе не так много, начнем с этого. И не трудно их будет обрабатывать и организованно выстроить очередь, если наши... Главное, чтобы деньги были. Да, вот я хотел сказать, наверное, главное понимать, что там есть деньги, и может людей заверить, чтобы в один день не шли как-то. Ну, сейчас заверять это в том, что мы железно не уверены, и вот это и есть недостоверная информация. Лучше убедимся, что они пришли, а уж как начислить или на руки выдать, или в банкомате, это как раз второй вопрос. Еще раз напомню, как-то у нас не было опыта выдачи там, пенсии и зарплат в условиях ЧП через банкомат. Я прекрасно как-то понимаю, придется что... на ходу это все придумать, но нерешаемых проблем здесь нет. Как бы, ну, выдача уже это второй вопрос. Я пару слов могу сказать, потому что я, собственно говоря, и с исполняющим обязанности президента тоже встречался. Не сегодня, но дня 2-3 тому назад, и этот вопрос тоже вот мы обговаривали как-то. Ну, вот, лично у меня в ведомстве те старшие люди, которые сейчас дистанционно работают, если надо, мы их отзываем, делаем свое дело, там проблем особых нету. Что касается зарплат, ну, я думаю, этих проблем тоже не возникнет, потому что у судей, конечно, есть проблемы, они существовали и до этого, и до коронавируса, но тем не менее, я думаю, с этим мы решим вопрос. Я другое хочу сказать, вот, пользуясь случаем, я вот те действия, которые были приняты нашим руководством, я считаю, что они вполне четко и доступно для народа. Вот было принято, даже мы иногда впереди шли Российской Федерации вот, на день, на два. Это вот, меня это очень удивило, приятно удивило. Но есть много сложностей, Гарри Харитонович. Например, люди арендуют квартиры.
они как бы за аренду квартиры платят там в среднем 15 тысяч рублей. Остались без работы, ну вот торговая точка на рынке закрылась, дохода нет. есть За проблема. жилье платить надо, что делать? Покушать купить надо, что делать в такой Но ситуации? это временно. Договариваться Всё-таки мы надо. надеемся. С кем? Между собой. В ситуацию трудную попали все, как и арендатор, так и арендодатель, в данном случае жилья или там, Понимать коммерческого надо друг друга, помещения. С банком как договориться? А что, банки не люди работают? Банки люди работают, и причем они вполне сознательно относятся. В беду попали все вместе, а не кто-то по отдельности. Саида, у нас, я вот в своем первом выступлении как раз говорил, что у нас была беда очень серьезная, и мы с этим справились. И беда не только в 92-93 году, и после этого у нас границы наглухо закрытые были, если вы помните. Мы за счет женщин выжили, по большому счету. Вот то, что наши женщины сделали после военный период, это вот это на самом деле, это... Просто надо всегда об этом У нас говорить. генетическая память группироваться в сложной ситуации. Ну, вот видите, и я думаю, что и сейчас женщины тоже помогут в этом плане. Договариваться они умеют тоже. Это шутки шутками. Я думаю, что все-таки сегодняшняя ситуация, она к нам пришла. Если весь мир сегодня заражен этим, конечно, это глобальный мир сегодня без нас тоже не обойдется. Но надо все сделать, чтобы он минимизировал эту ситуацию. А для того, чтобы минимизировать, все вопросы, которые вы задавали, их надо решать совместно, все вместе. Спасибо большое. Уважаемые гости и телезрители, мы уже больше часа в прямом эфире. Вот если такой маленький итог, получается, власти реально предприняли все возможные меры для того, чтобы обезопасить каждого из нас. Слово, грубо говоря, осталось за гражданами, как они себя поведут. И в завершение попросил бы каждого из вас буквально по минутке, коротко, пользуясь возможностью, обратиться к своим друзьям, близким, семье, просто гражданам республики и попросить их, возможно, просто сидеть дома. Алиса, давайте начнем с вас. Хочу начать с того, что хочу поблагодарить каждого из своих коллег. Поймите меня правильно, не обессудьте. Но за эти несколько дней была проведена, казалось бы, не так много сделано, но созданы уже бригады с каждого района, дежурные бригады, которые будут выезжать при необходимости в специализированный госпиталь. И хочу, чтобы было понимание того, что те врачи, которые уедут, и даже в случае, будем надеяться, не заразятся, но вернутся они к своей семье не раньше, чем через месяц. Почему? Потому что 14 дней они должны будут находиться там, а потом, вернувшись, 14 дней они должны находиться в карантине. И часть коллег уже, в принципе, отсоединились от своей семьи и живут отдельно. Так как они в постоянном контакте с пациентами, есть риски того, что они будут переносчиками инфекции. Желаю им терпения и здоровья. И, пожалуйста, сылашлар, будьте бдительны. Спасибо большое. Вадим. Ну, хотелось бы тоже воспользоваться случаем и попросить наших граждан республики придерживаться рекомендациям Министерства здравоохранения, специалистам, проводить по тем рекомендациям профилактику и без особой тоже необходимости не выходить и соблюдать режим карантина. Спасибо. Гарри Харитонович, пожалуйста. Если мы сегодня имеем очень большой шанс для того, чтобы вот это вот то, что сегодня везде происходит, минимизировать до минимума. И очень большой шанс имеем для того, чтобы летом к нам приезжали очень много отдыхающих. В этом я не сомневаюсь, потому что если мы это сделаем, то к нам поедут люди, поверьте. И для этого сегодня можно потерпеть 2 недели, месяц, но зато будет у нас все нормально. Спасибо большое. На таком позитиве я хочу закончить. Спасибо большое за позитив. Алина. Я бы хотела призвать всех наших граждан подойти с пониманием к данной проблеме, к данной ситуации, объединить все усилия в борьбе против коронавирусной инфекции, встать рядом на помощь друг другу и берегите себя и своих близких. Спасибо. Ну и Алхас Владимирович, вам заключительное слово.
Ну, обращаясь к нашему населению, хотел бы попросить и просить, и еще раз просить относиться осознанно к своему поведению, к призывам правительства, к призывам нашего ведомства, соблюдать режим самоизоляции, отнестись к пониманию. Если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, нам придется принимать еще более непопулярные меры, вынужден говорить о таких вещах. Не хотелось бы заканчивать на позитиве, но лучше сейчас добавить как бы негатива, к сожалению. Потому что если население в одной части страны будет сознательно относиться, в другой несознательно, мало что получится. В данном случае никаких сил нашей страны не хватит, если эта вспышка пойдет по негативному сценарию. Я вас очень прошу, прислушивайтесь к мнению специалистов, соблюдайте эти на сегодняшний день не такие уже сложные меры. Относитесь друг к другу уважительно, поддерживайте друг друга. Это тот момент, когда каждый из нас нуждается в поддержке. Сегодня нет ни сильных, ни слабых, есть просто мы, каждый из нас. Будем по отдельности, проиграем все. Будем вместе, у нас есть шанс выйти из этой сложной ситуации, сохранив свое лицо, здоровье, да и жизни нашего населения. Спасибо всем заранее, надеемся на ваше понимание. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, мы находились в эфире больше часа и очень мало говорили о тех, кто первые примут этот удар. Это наши врачи. Абсолютно любой категории. Это медсестры, врачи высшей квалификации. Заранее вам от всех жителей Абхазии большое спасибо и низкий поклон за ваше бесстрашие и за то, что вы готовы сегодня ценой своего здоровья, здоровья своих близких, ценой даже, возможно, своей жизни оберегать нас и защищать нас. Вот в лице наших гостей, наших врачей, заранее вам огромное спасибо за ваш труд. Уважаемые телезрители, смотрите Абхазское телевидение и следите за развитием событий на нашем канале. Находитесь дома. До свидания.